Давай тогда, может, запустим через на YouTube сразу. И всех пригласим в YouTube, потому что в Телеграме не получается сейчас выставить, чтобы там был прямой эфир. Мендет Марекче. Да, Мендет. Я вот не пойму, мы уже в прямом эфире? Вот тоже не знаю. Вроде нет. Как будто да. Ну, давайте тогда начинать. У вас на этот эфир есть презентация? Ну да, ну та же презентация, она же продолжается, поэтому я сначала хочу обзор прошлой лекции Давай. краткий сделать, потому что это одна и та же лекция получается. Угу. Давайте продолжим. Она у вас подгружена сейчас уже? Вот я не знаю, мне подготовлено на десктопе, но как вот ее... Вот я ее открываю, а она попадает туда или нет? Я уже забыла в прошлый раз, как мы делали. Сейчас я попрошу Коля. Вы можете пока начинать рассказывать, а мы в процессе подключим эту презентацию. Так, а вообще публика у нас есть? У меня такое ощущение, что вообще никого нет. Так. Это идет трансляция на YouTube сразу. Вот как, да? Угу. Да. Ну и потом мы ее все равно выкладываем. Так, Sen Mendy, Цугар. Мы продолжаем свою лекцию. Вот, она идет как бы продолжение первой лекции, все тоже о нашей степи. Я для начала хотела бы сделать такой краткий обзор предыдущей лекции, чтобы те, кто не был, и немножечко поняли логику изложения, и чтобы те, которые слушали, тоже вспомнили немножечко. Но для этого, в принципе, я хотела пройтись как раз по слайдам, начать. Я просто хочу сказать, что мои лекции основаны на... Это не чисто прям строго научные исторические лекции, это скорее дружеская такая беседа, потому что я как археолог, когда писала о жителях Бронзового века и раннего Железного века, кочевниках, то искала этнографические параллели и параллели из хозяйственной деятельности и образа жизни обществ, которые жили до индустриальную эпоху. Потому что доиндустриальная эпоха, она наиболее легко соотносится с жизнью и типом хозяйства древних людей. Потому что пока не было индустрии развитой, то любая экономическая деятельность, она очень сильно зависела от природных условий. Да? Алло? Это организаторы беспокоятся, да, все нормально, лекция идет. Поэтому, конечно, я считаю, что если читаешь работы историков, то мои исследования, они были направлены немножко вот со стороны археологии, с древних обществ. И поэтому то, что сейчас я рассказываю, это такой просто аспект этой проблемы. Это, конечно, не полноценный исторический очерк. Так вот, в прошлый раз мы начали с того, что чем же особенна наша степь. И мы кратко рассмотрели все основные географические зоны: Евгеньская возвышенность, Прикаспийская низменность и Куму-Манческая впадина.
Вот, и пришли к выводу, что основная территория нашей республики состоит из полупустынной степи, и только у нас такой небольшой участок, степной зоны. Это Городовиковский и Шалтинский районы, которые таким, знаете, отростком таким из карты на абресе карты а, расположено. И дороги прямой по территории республики к этим районам нет. Нам нужно выехать в Ставропольский край, а потом снова заехать на территорию республики, своих двух районов с другого конца. Вот, как я называю, это такой получился, я как раз хотела сегодня еще раз показать старую карту, такой выступ, который я и называю кукишем. Слишком уж маленький такой участок степи остался у калмыков в результате длительного исторического развития. И еще один отросток у нас из этой полупустынной зоны, это так называемая Волго-Ахтубинская пойма, это в районе поселка Цаганаман. Это еще один такой, еще более меньший выступ. Все остальное – это полупустынная степь. Но, тем не менее, именно эта степь, ее полупустынный характер был привлекателен для кочевников. И я в первой лекции поэтому подробно на этом остановилась, каким образом, за что и как ценили кочевники вот этот правый берег Волги, нижнем ее течении. Нынешняя, который в основном, как их правильно географически определяют, Волго-Маночские степи, то есть степи между Волгой и Маночем, они ценны были для древних кочевников. Ну и для калмыков тоже, да. То есть это, здесь, весной, очень, влажно, Волга разливается, и поэтому очень много мелких озер появляется на, местах, где когда-то проходило древнее русло Волги. Все озера наполняются водой, растет камыш молодой, вся степь зеленая, и в ней вот так называемая майская трава растет, которая самая ценная, самая первая, самая сильная трава. Но быстро жара наступает, и поэтому она засушивает эти травы, и получается, как бы природа заготавливает сено. И вот этим сеном, как зимой, питались поголовье овец и другого скота. И это было ценным для кочевников. Вот таким образом я рассказывала, и по историческим источникам установлено, что калмыки кочевали во времена еще калмыцкого ханства до 771 года, кочевали привольно по всей Волге, по правому берегу от Терека до Царицына, а по левому берегу, то есть восточному берегу, да, луговой стороне, кочевали летом до самой Саратова, до Самары. Такой обширной территории занимали. И что интересно, это соотносится с археологическими кочевниками. Вот я не знаю, теперь можно нам будет все-таки презентацию включить? А то как-то очень голословно. Эм, И а, я вот не знаю, как подключить, презентацию. И, э, я привела, карту тоже, где археологические памятники, эм, кочевников скифского времени. Это 5-6 век до нашей эры. Они там, расположены были, э, ну, вот я не знаю, где презентация. Все спрашивают, где презентация. Вот, а я не знаю. А, вот, все. Так, презентация. Вот теперь видно, да? Но, к сожалению, по-моему, загрузилась у меня старая презентация. Нет? Вот, секундочку. У меня же теперь другое объявление. Я не знаю, как. Ну, хорошо, давайте посмотрим. Да, это старая презентация загрузилась. Ну, хорошо, мы будем смотреть старую. Вот то, о чем я рассказывала. Это карта республики, что у нее такой оборванный, так сказать, края и с двумя такими выступами. Это вот Волга-Ахтубинская пойма, а это вот зона степи. Вот. Дальше вот то, что я рассказывала, что весной у нас ковыль и тюльпаны, и вся степь цветет, но потом она очень быстро в июне уже выгорает и превращается в такое сено. Это зимнее пастбище, когда уже прорастает тепло, степная зона.
Вот это напоминание об археологических кочевниках. Вот маршрут Калмыкова из Центральной Азии на Волгу и вот границы кочевий. Это все мы рассказывали в прошлой лекции. Вот более наглядно желтым обозначены зимние кочевья, красным летний, а голубым это общие, так сказать, границы калмыцкого ханства Торгоутского. Вот пример вот этих скифского времени кочевников, как они располагались. По левому берегу тоже высоко до самой Самарской Луки, а по правому берегу вот как-то скучно разными кучечками, вы видите, на севере, на юге. То есть это уже места их зимних зимовок. Вот. И точно так же примерно располагались и калмыки. Вот если взять преимущественно курганные группы, в которых только курганы кочевников, вот они в основном при Каспийской низменности здесь локализуются. Вот, или вот тут вот вокруг Дона, на мелких озерах. То есть это и говорит о том, что они использовали эту нагорную сторону, правое побережье Волги в качестве зимних стоянок. Тут вот я показывала археологическую карту, как они расположены вдоль мелких озер. Ну, вот эта карта водная, она более наглядная. Вы видите, здесь очень много таких бугров, и рядом очень много колодцев. Колодцы вот они расположены в районе степных озер, как правило. Вот, вот эта карта, так сказать, до 1927 года она была, когда еще был, так сказать, нижняя часть вот выходила на Волгу, и были вот эти два района, которые не возвращены после депортации. И вот это тут еще был еще Ремонтинский район, через который можно было как раз и попадать в другие районы, а я Шалтинский, Городовиковский. Но вот он в 27 году его передали Ростовской области, и поэтому вот уже более-менее современно, довоенные границы Калмыкии были. Вот. Ну, дальше по ходу, сегодняшняя тема нашей лекции, на самом деле, э, о том, как я уже говорила, что многие думают, что степь это пустое пространство. На самом деле, конечно, это пространство, жизненное пространство, и кочевники ценили эту землю. Ну вот теперь мы хотели рассмотреть таким образом, как альтернативная другая система хозяйствования также развивалась в наших степях. Ну вот перед этим я бы хотела еще такой небольшой фрагмент. Я думаю, что каждой лекции я буду делать. Это как выразить нашу любовь к степи. Вот на прошлой лекции я говорила о том, что было бы хорошо совершать пешие походы по степи с какой-то целью, например, весной, чтобы посмотреть, как новых новорожденных ягнят, телят и жеребят. То есть можно до какой-то точки доехать, а дальше уже, чтобы люди прошли пешком. Это, прежде всего, мне кажется, было бы интересно с детьми делать, такие выезды в выходные дни. Это бы все-таки позволяло детям больше познавать свою окружающую среду. Потому что у нас система преподавания такая, она рассчитана как централизованно. То есть мы времена года дети учат в школе по учебникам, которые для средней полосы России, для России. Например, что береза цветет, что осенью собирают снопы и так далее. Вот я, по крайней мере, по своей школьной программе помню и по программе дочери. Вот, и это, наверное, до сих пор так и остается. А своей родной степи, которая просто за пределом дома начинается, дети знают очень мало. И поэтому, конечно, по идее, надо все-таки в школе вести такое краеведческое введение, чтобы в учебнике все-таки дети изучали то, что о той земле, где они сами живут. Ну вот для этой лекции я еще подумала, что, вот знаете, я много езжу в степи, и вот заметила, что с каждым годом все больше вот вокруг чабанских стоянок, они, конечно, становятся более благоустроены. Я помню еще, когда там в 70-х годах мы ездили, это было, ну, прям совсем примитивно, а сейчас очень благоустроенные чабанские стоянки. Но что обращает на мое внимание, то, что очень много сорняков растет вокруг чабанской дома. И на это никто не обращает внимания. На самом деле это очень опасно. Поэтому я вот тоже такое предлагала многим чабанам, подходила и говорила, вы же вас должно это беспокоить, потому что это съест ваше пастбище. Сорняк он такой, он если начнет разрастаться, семян много, разносит по степи, и вся степь начнет зарастать. Поэтому, конечно, после дождя, когда земля мягкая или по весне, надо их все просто с корнем вырывать. Это не так много, это небольшая площадь. Я даже говорила, вот привезите один день, один класс школьников, все, пусть они побегают, поиграют и заодно подергают вам
сорняки, потому что это очень опасно. Степная зона, вот в советские времена даже летали самолеты после дождей, и они рассыпали семена специально, потому что земля истощается. И степная наша земля, у нее очень тонкий гумусный слой, так называемый плодородный слой. Поэтому вот еще второе, так сказать, мое предложение, перед тем, как копать землю, надо 100 раз подумать, да, то есть нужно ли это, потому что просто так копать земли, ямы, нарушать вот этот, как я говорила, калмыки считали это священным, газрын кырсын, то есть вот кожу земли как бы нарушать не надо. И поэтому надо более бережно относиться к гумусному слою. Он нарастает годами, а разрушить его можно просто одним движением лопаты. И поэтому вот было бы хорошо, если бы в школах и по телевидению были такие передачи, объясняли людям, потому что нужно беречь семена, которые в земле, нужно пытаться как бы улучшать гумус даже. Например, те же чабаны вокруг стоянок, я им тоже говорила, обратите внимание, чем ближе к точке подходишь, тем меньше растительности. Вот, ну, потому что каждый вечер овцы возвращаются, и они, тем не менее, там, конечно, больше топчут, чем в открытой степи. Тем не менее, вот за этим надо следить, может быть, как-то гумусировать, пытаться делать какие-то навозные ямы, может быть, и через несколько лет это прекрасный гумус, который можно разбрасывать, по крайней мере, в районе своих животноводческих стоянок. Вот такое у меня предложение. Вот я думаю, что, понимаете, любовь, она же должна не просто быть теоретическая, а она должна как-то практически воплощаться. Вот поэтому я решила в каждой лекции делать такие предложения. И очень жду от вас тоже. Если есть какие-то предложения, идеи, то, пожалуйста, озвучивайте. И будем, как говорится, потихоньку двигаться в этом направлении. Вот сегодняшняя тема лекции – это степь как жизненное пространство для русских и украинских крестьян. А, Я хочу начать с такой небольшой проблемы. Дело в том, что все знают, да, примерно, что, что откачевка калмыцкого ханства, она была связана с тем, что они чувствовали политические ограничения и территориальные тоже ограничения. И не смирившись с этим, пытались сохранить свой суверенитет тем, что они просто все ханство удалилось из этих пределов. Ну вот, во многих научных, статьях и работах, причиной как бы этого указывается крестьянская колонизация. На самом деле это не так. Дело в том, что, пока существовало калмыцкое ханство, никаких крестьян на территории калмыцкого ханства не было. Еще вот как бы на севере, в районе Саратова, там уже начинались, так сказать, образовываться села из центральной России, приезжали, начинали селиться. Но это были на границе ханства, и всего по статистике, я вот сейчас посмотрела специально, около 200 человек всего насчитывалось в пределах ханства. Но были отдельные такие примеры, когда, люди и спрашивали разрешение у калмыцкого хана о заселении на территории, на землях ханства. Вот такой яркий пример – это Малакани. Они живут, эта деревушка находится рядом с поселком Авата на Эгейской возвышенности. До сих пор рядом с селом, немножечко 1,5 километра в стороне, есть такое скопление домов, и оно называется Малаканская деревня. Малакане – это были, такая религиозная секта. Еще в то время, во времена, калмыцкого хана, они ушли из своей родины, и, попросились, на земли калмыков. И хан им разрешил, но только при условии, что они станут калмыцкой десяткой. Вот. И, таким образом они стали называть себя калмыками и как условная десятка. То есть у калмыков, люди, знают свой род и знают свою десятку. То есть внутри родовое уже деление. И они вошли как десятка калмыцкая. Поэтому они в то время они, видимо, все начали говорить по-калмыцки. И это до сих пор сохранилось. Я помню, в 91 году, мы копали там, и вот Малаканская деревня, у них там даже особый тип домов. Вообще это надо бы взять на охрану, потому что это историческая, достопримечательность Калмыкии. Они мирно уже, жили, в Калмыкии, и до сих пор их называют калмыками. В 91 году мы работали там на раскопках, в Авате жили и ходили в Малаканскую деревню, там брали фрукты, овощи у местного населения. Наш водитель говорил, что он женат на калмычке. Я говорю: "Ну как на калмычке? Я же видела, ваша жена русская". Он говорит: "Ну так она же малаканка".
То есть еще до 90-х годов их все еще называли калмыками. Это вот такой пример. Ну, их, видимо, и не засчитали в это число 200 человек, которые русские, потому что они были калмыками считались. Вот. И еще такой пример, как Асмуд. Тоже есть такая легенда. Это село Годжур, там живут асмуды. И Шатай, вот это вот, там очень хорошее пятиречие, так называемое, где много 5 рек таких степных соединяется. Вот есть такая легенда, что Асмуд – это бывшие нагайцы, которые, когда калмыки захватили эти земли, не ушли, потому что им было жалко свою землю оставлять. И они вошли как калмыцкая тоже часть в состав калмыков и получили название Асмут. Асы – это асы, как бы тюркское название, а мут – это вот приставка, суффикс калмыцкого языка Асмут. Вот. Ну, то есть были такие случаи. Но теперь о причинах ухода. Таким образом, конечно, крестьянская колонизация не была причиной ухода калмыцкого ханства. Оно почувствовало свои, так сказать, ограничения именно больше в политическом отношении, потому что хотя и появилась уже на юге, к сожалению, теперь, поскольку у меня загрузилась старая презентация, я там добавил новые слайды, не могу их показать. Вот на юге по Терской линии была засеченная линия проведена, но она не угрожала калмыкам, потому что она проходила по границе. Но больше вызывала, конечно, уральская засеченная линия, которая как бы, вот знаете, с севера на юг, немножко так по диагонали она проходила, теперь уже поверьте мне на слово, без карты, да. А, и, поэтому, поэтому, это, конечно, вызывало больше опасений у калмыцкого ханства, потому что оно преграждало как бы их историческую дорогу на родину, Джунгарию. И поскольку калмыцкое ханство на протяжении своей истории имело очень тесные связи с родиной, и постоянно туда-сюда ездили люди, и то приезжали, то уезжали, то приводили людей, то уводили и так далее. Поэтому это, конечно, вызывало опасения, но она тоже по-настоящему не угрожала, потому что она, опять же, была за пределами калмыцкого ханства, располагалась. Буквально там частями на окраину и задевала. Вот. И поэтому вся крестьянская колонизация калмыцких земель произошла уже после ухода калмыцкого ханства. В 771 году ханство ушло, а колонизация по-настоящему фактически началась, можно сказать, первый ее этап – это 800 шестом году вышло такое положение о десятиверстной полосе. Поскольку с севера начинали, так сказать, русские деревни появляться, они по Волге шли, и поэтому они пришли наконец в Нижнее Поволжье, и было принято такое постановление выделить им десятиверстную полосу вдоль Волги, где бы они там занимались земледелием и основали деревни. Но тут вот как раз и начались вот совместное проживание калмыков и русских вместе на этой территории. Вот я сначала просто схему такую объясню, а потом вам как бы более подробно детали. Кроме того, значит, наиболее такие земли, которые были пригодны, как по мнению русских крестьян, на протяжении всего времени, вот начиная с 806 года, начался самовольный захват. То есть очень, поскольку не было уже хана, и калмыки были разделены, значит, один улус был Большедербетовский, улус был передан Ставропольской губернии, 8 улусов Астраханской губернии, то есть все степные калмыки, и донские казаки были от распоряжения донского казачества. Поэтому как бы такого верховного правителя не было, и чиновнику, там сидящему в управлении калмыцким народом, там была такая инспекция, как бы не уследить было, и поэтому многие крестьяне приезжали и захватывали. Тем не менее, даже были случаи, когда вызывали даже вооруженных людей, чтобы их согнать с этого незаконно занятой территории. И вот есть такой, даже я читала факт такой, в селе Рагули, который вообще-то называется село Орадык по-калмыцки, да, Орадык, потому что в месте река делает такую петлю. И как Урадык, это как бы завивающийся по-калмыцки, да, но по-русски получился Рагули. Вот в этом селе будущем его захватили как? Самозахватом прибыли крестьяне, захватили за ночь, они вечером приехали, за ночь выкопали себе землянки, и там так обосновались, что даже вооруженные люди не смогли их оттуда выгнать, и пришлось их как бы признавать. Но
то же время, они, конечно, не получали никакой поддержки государственной. Очень часто ехали люди очень бедные. То есть, почему очень мирно так проходило? Калмыки даже помогали этим переселенцам многим, потому что это были бедные люди. У них не было земли на своем родном месте, и они в надежде приобрести лучшую долю, более сытную жизнь, да, приезжали сюда. Вот. И именно из-за того, что был такой спрос на землю, да, появилось еще вот в конце, после 806 года такой узаконен был оброченные земли. То есть именно настоятель, например, настоятель, попечитель калмыцкого народа сидел в Астрахани, а на местах народом как бы местные владетели, так сказать, отвечали, да, за землю, за пастбище, местные зайсанги. Зясинг по-калмыцки называется, да. И они договаривались, и они были как раз и инициатором того, чтобы в оброк давать землю русским крестьянам, то есть в аренду. Это вот все еще было до, так сказать, государственной поддержки. Это люди на свой страх и риск приезжали, и они готовы были платить аренду и какие-то участки хотя бы для сенокошения или для там, расположения своих домов, они были согласны. Вот это вот так постепенно внедрялось, и такой начался вот симбиоз как бы кочевников и оседлого населения. Ну, так сказать, более государственную поддержку получили вот в 86 году. Вот это вот десятиверстная полоса. Посмотрите на карту, вот это вот все течение Нижней Волги, вот, извиняюсь, оно, видите, в этих таких выходах. Дело в том, что когда отвели десятиверстную полосу, выяснилось, что калмыкам негде поить скотину. И поэтому делали такие проходы для калмыков, чтобы они могли на водопой прогонять скот. Но они все время менялись, потом, делали так, что зимой, например, поить не надо было, поэтому зимой там, это все как бы прекращалось, весной снова возобновлялось. То есть это вот было бесконечная, так сказать, проблемная такая зона. И, по-настоящему заселение, крестьянами русскими калмыцких земель началось после 846 года. Вышло такой указ о заселении дорог. То есть до этого уже много раз приезжали комиссии рекогносцировочные, они, значит, измеряли землю, изучали, есть ли возможность вообще провести здесь дороги. То есть началась такая, попытка хозяйственного освоения. Вот, изучали, есть ли места, пригодные для поселения. Пока было калмыцкое ханство, то, конечно, в то время никто не претендовал на эти земли, потому что был владелец, был хан, это было государство суверенное, и, конечно, бы никто бы не потерпел, если бы, так сказать, хозяйственное освоение началось. Ну а теперь без хана не было никакой государственно образующей такой единицы, поэтому оказалось это возможно. И заселение дорог было запланировано вот с севера на юг, это Царицынский так называемый тракт, с востока на запад Кизлярский. И вдоль этих дорог были изучены места, и где могли бы поселиться крестьяне и создать деревни. Но крестьяне приезжали, и они выясняли, они тоже посылали своих посланников, да и здесь и географы были. Например, в 860 году даже так называемая экспедиция кумаманческая, она же установила, что здесь невозможно жить оседло. Поэтому, конечно, это были большие риски. И зачастую крестьяне не очень-то хотели сюда ехать. Они, так сказать, сами выбирали места, а вот по дорогам они не очень-то хотели селиться, потому что они сами знали, где им легче выжить. Но, тем не менее, чтобы заинтересовать их, поэтому вышел этот указ о заселении дорог, и было объяснено, что крестьянам будет поддержка государственная, 55 рублей, например. Это примерно стоимость коровы хорошей в то время. Надо сказать, в России, наверное, никогда никого не поддерживали по-настоящему, но, тем не менее, даже эта небольшая поддержка сыграла роль, и все-таки смельчаки и безвыходном положении люди, которые находились, возможно, от бедности, они, конечно, приезжали, были согласны. Но им зато хорошие наделы выделяли. И вот смотрите, на этой карте хорошо видно, как вот у каждого русского села большие, вот видите, вот эти красным обведены, это все земли, которые были отведены для поселенцев, как их тогда называли, переселенцы, поселенцы. Вот. И таким образом они, получается, тут вот десятиверстная полоса, тут, потом по Иргенской возвышенности, здесь вот у меня закрывает это почему-то опять. Эти все земли были, самые лучшие земли были отведены. Вот такая небольшая государственная поддержка, она уже сыграла такую роль, что, например,
земельные наделы крупные, да, вот, и денежное вознаграждение. Это привело к тому, что вначале, как я говорил, во времена ханства было всего 200 русских, числилось, как бы, во всяком случае, в пересчете. Но уже в начале 20 века к событиям предреволюционным уже было 80 тысяч человек русской и украинской национальности. Дело в том, что крестьяне шли тоже не с России, в основном с Воронежской губернии, вот именно не черноземной России, да, самой бедной, и с Восточной Украины. Это харьковские были и с восточноукраинские, да. Вот их, они как-то различались. Вот, например, я выросла в Малых Дербетах, это здесь в селе жили воронежские, они выходцы из Воронежской губернии были. А рядом село Тундутово, там жили выходцы из Украины. И поэтому наши различали их. Для калмыков они были как бы все русские, а они между собой различались. И даже называли их хохлами, например. И не хотели хоронить на кладбище друг друга. Поэтому ну, они смешивались, конечно, жили смешанно или женились. Но если, так сказать, украинец умирал в Малых Дербетах, то эта похоронная процессия шла вот там 2-3 километра между двумя селами, шла из Малых Дербет, как раньше было, так, знаете, групп на машине, а люди пешком, вот, шли хоронить его на его родном кладбище и наоборот. Поэтому похоже, что вот для них этническая идентификация все-таки играла важную роль. Вот таким образом. И это все привело, конечно, к тому, что вчерашние бедные крестьяне, которые приезжали, там были очень трагические случаи, когда крестьяне приезжали. Тут жара такой, горячий ветер, воды хорошей нет, они не привыкли к такому климату, и поэтому даже вот настолько они были слабые физически, что они даже заболевали здесь и умирали. Даже вот есть пример, что в одном из хуторов приехало из Воронежской губернии 200 человек, и половина из них умерла в первые же 2-3 года. То есть настолько это тоже непростое было дело. Но со временем они как-то поднялись и стали сажать, и у них появились как бы урожаи. Особенно в первые годы были хорошие урожаи, потому что земля была целинная, но постепенно они поняли, что земледелие, так сказать, это же зона рискованного земледелия. Один год не урожай, второй год не урожай. Вот, иногда бывает урожай. Вот, и поэтому они стали тоже, русские крестьяне, больше ориентироваться на как говорится, на разведение скота. И тут они почувствовали свои преимущества. Вот это было их, как говорится, вот еще раз подтверждает, что наша степь, она хороша для разведения пастбища скота. Они развели много скотины, и поэтому они уже не могли жить в больших селах, и развилась хуторская система. То есть они выселялись на 2-3 семьи в степь, чтобы было пастбище вокруг для скотины. Но в отличие от калмыков, у них было преимущество, что они сочетали как бы а, такое, то есть круглогодичное содержание на подножном корму, так же, как калмыки, но при этом они все-таки ухитрялись где-то заготовлять сено, там очень малые возможности, конечно, в Калмыкии заготовлять сено, но где-то в лиманах можно скосить немножко сена, камыши запасали, вот, и таким образом в самое такое, когда начинались снегопады или джут, так называемый, если у калмыка почти весь скот погибал, то у них, конечно, они спасали тем, что подкармливали, и вплоть до того, что они строили мазанки, такие глинобитные дома, и крыши делали из камыша. И очень много случаев, когда люди просто переезжали к соседям и из своего дома всю крышу скармливали скотине, потому что голодная скотина, конечно, все-таки этот высушенный камыш, он, конечно, плохой, но тем не менее хотя бы это сохраняло жизнь скотине. Таким образом, конечно, они выживали. Ну и плюс помогало, конечно, подсобное хозяйство, сельскохозяйство. Вот я дальше там расскажу по тексту вам. Таким образом, это получилась крестьянская колонизация очень успешным экономическим проектом для русских крестьян. Бедные, безземельные крестьяне пришли сюда, и, наконец, они разбогатели. И у них даже по количеству скота они стали занимать первое место в России вообще. Потому что в средней полосе крестьянам невозможно было столько скота держать. Там же лес везде вокруг, волки, и потом везде пастбища, ой, вернее, поля, и поэтому, конечно, они столько не держали. Поэтому наши крестьяне русские оказались вот, э,
колонизаторы, ну, так их прям прямую нельзя назвать, потому что колонизатор, как обычно, так сказать, с военным вторжением ассоциируется, но у нас было такое мирное вторжение. Бедные люди пришли к бедным людям. И поэтому между ними не было известно, и до сих пор ведь неизвестно у нас таких вот антагонизма. И поэтому калмыки очень сильно, очень тепло относятся к своим русским, как они называют, по-калмыцки они «мана газрын орсмут», то есть русские нашей земли. Потому что они пришли как бы на эту землю, они здесь обосновались, выжили, и многие из них до войны, кстати, многие русские говорили по-калмыцки. И у них вообще в речи очень много. Они потом этнографически, если их изучать, кстати, тоже, они, наверно, сильно отличаются от своей прежней, от русских в прежней родине. Они, во-первых, переняли кухню, например, все пьют калмыцкий чай, любят дотур, там махан, это все у них говорится вот именно этими калмыцкими словами определяется. Никогда им в голову не придет сказать баранина, они всегда скажут махан. Вот. И я даже помню такой комичный случай, когда папа работал с русским дедушкой вместе, и тот дедушка совершенно уверенно говорил, что бюркясен – это русское слово. И когда мы говорим, нет, это калмыцкое слово, бюркясен – это крышка. Вот, он говорил, ну как оно может быть калмыцким, если мои родители говорили, что бюркясен? Конечно, это русское слово, то есть убедить его было невозможно. Вот настолько это все было такое взаимопроникновение культуры. И поэтому, ну вот, калмыки почему-то стали вот слово «газыр» употреблять, хотя вообще кочевники всегда говорят «нутык». «Нутык» – это на самом деле подразумевается земля, пастбище, но на самом деле это люди. «Нутык» – это, жители, как бы мои родные люди, да, «нутык». И, судя по тому, что из-за того, что уже перед войной, калмыки были постепенно, сделали их оседлыми, да, может быть, поэтому, потому что даже в отношении Сибири, когда о Сибири рассказывают, всегда говорят: «Мадын газыртан бясынцакты». То есть когда мы жили на своей земле. До Сибири это называется газыртан бясынцак, то есть время до Сибири. А когда в Сибири были, они всегда говорили: «Газыран санат, газыртан отха». Мы не верили, что газыртан и ряд бяху виднгян. То есть мы не верили, что мы вернемся на свою землю. Газыр – это, в принципе, прямо в буквальном смысле, это участок земли, да. Вот. И поэтому, вот такое, как говорится, реальность, она, конечно, влияет очень на язык. Язык очень гибкий, и он сразу реагирует, да. То есть вместо «нутык», ну, хотя в таком возвышенном плане всегда говорят. Ну, монголы, например, часто спрашивают меня, когда я езжу в Калмыкию, они говорят: «Ну, «Туктану дадырюч», да, то есть ты съездил к своему народу, получается. Ну, так звучит красиво, конечно, на калмыцком, чем «газыр». Вот. Ну вот сейчас я немножечко, я смотрю, я уже говорю 45 минут, хотя планировала 45 минут уложиться, но я думаю, еще 5-10 минут я немножко детали как бы изложу о калмыках. Вот первую часть я сказала, оно действительно оказалось счастливым местом, калмыцкие степи для крестьянской колонизации. Вот. Тут я уже как бы даже и много чего и рассказала. Сейчас я посмотрю. Вот, да, действительно, я тут говорила, что не везде хотели крестьяне селиться. Что, да, вот теперь я самое главное, это вот не знаю, как теперь у меня в старой презентации. Сейчас я попробую. Дело в том, что вот смотрите, эта карта ведь курганов бронзового века. Посмотрите, они полностью совпадают с расположением русских сел сейчас у нас. Вот у нас там начинается Плодовитая, да, Малые Дербеты, Тундутово, Садовая, потом, ну, Киченер тогда не было, но это, наверное, вот на высоте. Где-то вот тут Элиста находится, вот Элиста. И потом оно действительно уходит вот ремонтно, вот эти вот по вершинам Ергенской возвышенности. И точно так же были расположены курганы бронзового века. Точно. То есть это потому, что наиболее выгодные места для оседлого образа жизни. Именно на основании картографического распределения курганов бронзового века это был для меня, например, в моих научных статьях еще один аргумент, что в бронзовом веке люди у нас в Калмыкии жили оседлые, древние люди бронзового века, потому что у них схема расселения совпадает с расселением крестьянской колонизации у нас. А как вы помните, до этого, значит, калмыцкие кочеви совпадали с памятниками, расположением памятников скифского времени кочевников. То есть таким образом, знаете, вот это достаточно серьезный аргумент оказался в науке. Вот я вам показываю, да, вот на Еврейской возвышенности по нашей археологической карте современной, вот сколько водных источников.
Конечно, здесь лучше жить оседло и разводить огороды и сады. Вот это старая карта, 800 какого-то года забыла, 29-го, по-моему, теперь я, вот. Тут тоже видно, что на Эргинской возвышенности, видите, сколько ручьев, речушек было. Вот так, это у меня уже третья часть моей лекции. Вот. А вот остановимся, значит, на этой карте. Она очень хорошо отражает, так сказать, абрис вот именно на момент после ликвидации калмыцкого ханства. Дело в том, что ханство, конечно, ушло, его никто не ликвидировал, оно как бы само ликвидировалось. Но тем не менее был такой принят документ, который назывался, там фигурирует слово, царский указ такой, в котором говорилось о ликвидации калмыцкого ханства. Вот. И поэтому в политическом отношении оно как бы, ну, с российской точки зрения, оно ликвидировано было ими, получается. Вот. И вот, на самом деле хозяйственную деятельность переселенческой деревни можно рассматривать как блестящий пример экономической и культурной адаптации в новых природно-климатических условиях и в чуждом этнокультурном окружении. Прежде всего, крестьянам-переселенцам пришлось приспосабливать земледелие к суровым для них степным условиям. Но они принесли с собой веками накопленный земледельческий опыт, и тем не менее земледелие не стало в степи ведущей отраслью, как я уже говорила, да? Оно покрывало только нужды местного населения в хлебных и других растительных продуктах, а ряд сельскохозяйственных культур возделался даже на продажу. Кстати, конопля и горчица хорошо росла, табак. И это все отправляли в Сарепту. Надо сказать, что как раз в конце самого 18 века и начале 19 около Царицына, тут раз я вам уже говорила, да, Царицын почему был назван, там речка течет, она, нагайцы ее называли Сары-Су. Шары-Су по-калмыцки, да, желтая река, Су, вода, желтая вода, потому что у нее были песчаные берега. Но русским послышалось Царица, они назвали речку Царица. А поскольку крепость на Царице была возведена, то получился Царицынская крепость, Царицын. А уже когда пришли калмыки, они от слова Царицын город стали называть Ахши. Ахши – это княгиня. Вот, свежая, как говорится, вышедшая замуж за князя, княгиня. Или вот Ағы Шавдыл говорят. Ағы, Ахжи – это вот все тоже. Ағы Шавдыл – жена Джангары, то есть верховная жена верховного правителя, княгиня. Вот, и около Сарепты было в местечке Мантухой калмыцком, это напротив прямо был основан колонией Сарепты немецких колонистов. Их тоже, так сказать, сначала приехало несколько десятков человек, а потом они все разрастались, и вот перед самой революцией там уже было 28 тысяч переселенцев немецкой национальности. Вот. И вот я тут вот сказала, высокие конопля, лен, и особенно табак и горчица росли. Да, высокий урожай побудили крестьян средних и северных деревней заключить контракты с владельцами горчичных заводов немецкой колонии Сарепта. И они даже вот в 60-х годах 19 века, то есть в 860-х годах, из калмыцкой степи крестьяне на заводы Сарепты поставляли более 40 пудов горчичного семени. Ну, к тому же из земледельческих занятий следует отнести огородничество и бахчеводство. Часть овощей отправлялась на продажу в соседние губернии. Особенно нужно отметить занятия крестьян земледелием, садоводством. И здесь многие славились. Ну, вот слово садовое, обильное. Вот они же говорят о том, что плодовитое, например. Сами слова, сами названия говорят о том, что там были хорошие сады и получали хороший урожай. Также они развивали, кроме скотоводства, еще рыболовство. Вот кто в Малых Дербетах живет, знает, что у нас там недалеко на озере Барманцак был такой пьяный хутор, назывался. Дело в том, что пьяный хутор организовали как раз вот эти крестьяне, которые захватнические были. Они нелегально приехали, и ну, их не смогли выгнать, и они там на хуторе остались, и жили, и они жили только рыболовством. И это приносило им такие баснословные прибыли, что они там, рекой у них водка лилась, и они были пьяные все время. Вот жили хорошо, землю даже не возделывали. Зачем возделать землю, когда у них были деньги, они все там рядом, Ахши, они ездили, там все покупали. И поэтому пьяный хутор, он как такой был, я помню еще, когда в детстве помнили, что это как символ лентяев было такое, иногда говорили, да, что это как с пьяного хутора. Вот, то есть рыболовство очень хорошо кормило людей. Ну, скотину выращивали много. Вот смотрите, в 871 году насчитывалось 33 хутора, в которых было 97 дворов, то есть примерно 2,9 двора на хутор, да?
В 876 году, спустя 5 лет, уже 88. Понимаете, как вот эксплодировало буквально это все, буквально вот как взрывным таким моментом. С 111 дворами это уже приходилось по 1,2 двора на хутор. В 78 году, через 8 лет, вот сравните, в 71 году было 33 хутора, а в 78 уже 121 хутор с 894 дворами. И так далее. Вот уже в конце, в 1897, то есть к концу века, вот, 98 году, 95 году родился мой дедушка, например, да, вот в 97 году уже было 196 хуторов с 1536 дворами. То есть они не только, хутора не только увеличились в количестве, они еще и увеличились в количестве домов. Вот. И в целом по переписи 97 года на хуторах проживало 10 990 человек, что составляло 19,7% переселенческого населения. Вот. И таким образом они, конечно, очень разрастались. Да? Например, вот, преимущество комплексного скотоводческо-земледельческого хозяйства наглядно демонстрируют следующие цифры. В Большедетбецевском улусе в 1879 году кочевые калмыки имели в 16 раз больше скота, чем крестьяне. А в 1890 году, то есть практически 11 лет спустя, у калмыков общее поголовье скота возросло в 1,3 раза, а у крестьян в 65,5 раза. В итоге оказалось, что у калмыков в 3 раза меньше скота, чем у крестьян. Вот. И по данным статистического департамента 854 года средняя обеспеченность скотом на ревизскую душу переселенцев в Калмыкии были в 2 раза выше, чем у государственных крестьян Астраханской губернии. Астраханская губерния была одна из богатейших в целом по России по количеству скота. Об этом я уже вам говорила. То есть, как видно из обзора, в условиях сухих степей переселенцы вели комплексное скотоводческое, земледельческое, оседлое хозяйство. Именно комплексность их хозяйства позволяла им не только выжить трудные годы, но и давала значительное преимущество. Вот в исторической науке как-то есть преобладание, что колонизация крестьянская была очень положительным явлением. На самом деле это было благополучие, опять-таки, за счет другого населения. Понятно, да? Об этом как-то мало звучит. Ну, хотя вот в монографии Колесника об этом написано, но у него вообще это как бы походя он эту тему задевает, потому что тема его книги была совсем другая. Вот. На самом деле это совершенно наглядно, конечно, что в результате этого экономического чуда, которое пережили русские крестьяне, да, на нашей территории, поэтому они, конечно, очень положительно, их здесь никто не обижал, калмыки к ним относились доброжелательно, поэтому они действительно считали своей родиной, они действительно, это их родина, поэтому сейчас у нас живут их потомки, и это они наравне с нами, это их родная земля, конечно, это надо признать. И мне кажется, это признают. У нас в республике нет такого как бы каких-то межэтнических конфликтов. Если бывают какие-то, они очень редко случаются, да в основном, кстати, больше с кавказцами последние годы, да, и то, как я специально выясняла, что в основном они почему-то не калмыки активную роль играют, а всегда присутствует кто-нибудь из русских. То есть это такой больше социальный характер имеет, видимо. Когда люди живут вместе, всегда возникают конфликты. А калмыки и с русскими хорошо жили, в принципе, без особых, так сказать, напряжений. И улы-нусла тоже, да, горскими народами. Ну вот, то есть таким образом, конечно, это их родина тоже. И когда раскулачивание, кстати, очень пострадали крестьяне тоже от раскулачивания. Вот после этих событий, революции, их стало 50 тысяч. То есть 30 тысяч исчезло уже к этому времени русских крестьян. И они считали с Урала, когда их туда сослали, они, знаете, всеми силами голодали, но все равно бежали в свою родную Калмыкию, потому что здесь это было их счастье. И очень много примеров. Я вот как-то ехала с Волгограда в автобусе и познакомилась с женщиной, которая говорит, что забрала отца из Садового села в Волгоград, так он так скучал, он говорит, целыми днями стоял на балконе и смотрел на ту дорогу, которая ведет в Калмыкию. Он не мог просто там жить. Пришлось, говорит, его обратно в село Садово привезти. Вот он живет один, и теперь она вынуждена ездить его посещать. То есть потом я в прошлый раз вам приводила пример такого Ивана из того же села Садово, кстати, да, тракторист, который плакал, скучал по Калмыкии, по степям. Вот, и вот такая история.
Но, к сожалению, калмыки в результате этой колонизации оказались как в резервациях. У них потерян был полностью доступ к Волге ввиду этой десятиверстной полосы. А в ходе, так сказать, хозяйствования захватом как бы она все расширялась, расширялась, и к концу она была уже 30-верстная полоса. Кроме того, по Евгеньской возвышенности все плодородные земли, по Манчу все плодородные земли исчезли, и они остались на таком пятачке, который больше напоминал резервацию. Конечно, с одной стороны, чисто численно, да, это все равно была большая территория, но дело в том, что а, для полупустынной степи, для скотоводческого хозяйства, тем более кочевого, это было невозможно. Поэтому, конечно, хозяйство калмыков пришло в большой упадок, люди обедняли. Я вам в прошлый раз говорила, даже вот статистическая комиссия фиксировала, что стагнация населения, то есть прироста населения не было. И плюс к тому, потому что очень многие умирали, и рождаемость падала, и у многих мужчин было в статистическом отчете написано, у них была болезнь чеджин-седжик. Ну, чеджин, седжик. Чеджи — это душа, да, грудь, как бы чеджин. Седжик — это значит, душевная болезнь, то есть практически депрессия. Поэтому, конечно, без своего оставшихся калмыки, которые остались без своего хана, конечно, тоже калмыцкое ханство было феодальным государством. Конечно, там же тоже была классовая разница, были бедные калмыки, которые страдали как бы тоже, и богатые калмыки. Но тем не менее, то, что народ имел свою государственность, да, оно, конечно, влияло, то, что они могли жить привольно в своих степях, так как они хотели, дурндан-бяха, как говорят калмыки, да. Вот. Ну, вот такая вот, ну, немножко на грустной ноте заканчиваю, но тем не менее, вот, для развеселения, может, хотела привести такой тоже. Давайте собирать истории, как люди любят степь. Например, я хотела привести такой пример. Мы с папой своим взяли папу как-то, с моим мужем поехали на Кавказ, на Эльбрус, и на первом же этапе канатной дороги папа мой страшно испугался. Я впервые поняла, что мой папа вообще настоящий монгол, потому что я чувствую, что он боится. Взяла его за руку, но рука была это вот как будто, вы знаете, канат такой из стальных мышц. Вот просто он так напрягся, он так боялся. Поэтому мы его оставили на первой ступени и уехали. А когда мы вернулись, он ходил уже там, освоился, смотрел вниз, в ущелье, там село какое-то, и он вдруг мне говорит: "Удал ямаран мульта улс, газыр нүкүнбэх, ямаран зовлун". Я говорю: "Папа, енді өсін темсін өсят шавшат бәсін теріне туругай, манады боху шатшын шар тек ульду. Нихля". То есть папа мой говорит: "Какой бедный народ, как проклятый, да, они живут в яме". То есть вот там такое горное ущелье, и там сверху видно село, да. Он говорит: "В земляной яме живут, это ж какое горе людям так вот жить". А я ему говорю: "Папа, а ничего, что там все растет и цветет, да, а у нас только желтая выжженная степь". Так вот он, да, мне говорит: "Ой, малды, иди бясн хён хальмы кюн терчин турбиши". То есть он говорит, если у скотины есть пастбище, идык, да, самое главное у калмыков это было идыксян, да. То есть если пастбище хорошее, то, что желтая выгоревшая степь, это вообще никакая не проблема для калмыков. Ну вот именно вот это такое чувство, когда человек, так сказать, вольный и живет своей жизнью, вот, то есть даже если у других цветет и пахнет, а у нас вообще ничего не цветет, это все равно не страшно. Вот так вот коротко я вам рассказала, надеюсь. Все, я заканчиваю. Давайте перейдем к вопросам. Так, кто у нас может задать вопрос? Мы тут можем разговаривать в этом модусе или мы должны поменять, как в прошлый раз?